Да. Молимся. Господь, мы благодарим Тебя. Viešpatie, dėkojam tau. Спасибо за этот вечер. Ačiū šitą vakarą И это урок, Господь, ir šitą pamoką. благословить Palaimink viešpatie и направляй tą нас. pamoką ir Дай нам, nukreipk Господь, mus. знать то, что мы должны знать, Duok viešpatie mums pažinti tai, ką mes turim чтобы pažinti, служить Тебе. kad galėtumėm tarnauti tau. Помоги нам, Padėk mums, чтобы двигать Твое царство. kad mes skleistumėm tavo Мы karalystę. превозносим Тебе. Mes aukštinam tave. Мы славим Твое Mes величие. šlovinam tavo didybę. Спасибо за каждого человека. Ačiū už kiekvieną žmogų. И завтра тоже, Господь, Ir rytoj taip pat viešpatie. благослови Palaimink во имя Иисуса. Jėzaus vardu. Аминь. Amen. Присаживайте. Sėskitės, prašau. Школа нашей церкви, Mūsų bažnyčios mokykla, знаете, где люди, kur žmonės, там, где группа людей, там всегда будут разные мнения. kur žmonių grupė, ten visada bus įvairios nuomonės. Я читал недавно такую вещь, что где два еврея, там три мнения. Aš skaičiau neseniai tokį dalyką, kur 2-3 žydai, ten 3 nuomonės. Да, но я думаю, что это не касается только евреев. Bet aš manau, kad tai ne tik žydus liečia. Это касается всех нас. Tai visus mus liečia. Вот Бог строит церковь, Dievas stato bažnyčią. а церковь это не здание, O bažnyčia tai ne pastatas, это не материальная вещь. tai nematerialūs dalykai. Это люди. Tai žmonės. И всегда будет разные мнения Ir visada bus skirtingos nuomonės. и разные желания. Ir skirtingi norai. Знаешь, я это самое, вот мы так свободно тут Mes čia taip laisvai принимаем людей, проводим priimam žmonės, служение. Как бы нету organizuojam таких viską. строгих этих правил, Nėra как бы, kažkokių griežtų кроме библейских, taisyklių, которые... išskyrus biblinės Но, taisyklės. да, но это самое, мы будем тоже стараться, чтобы был какой-то порядок, да, Bet mes taip pat stengsimės, kad būtų kažkokia tai tvarka в церкви, bažnyčioje. да. И чтобы, потому что есть очень много сегодня разделения в Nes христианстве. krikščionybė yra labai daug tokių susiskaldimo, pasidalinimo. Да, вплоть до того, что даже есть, например, уже появилась мормонская церковь, Net iki tokio dalyko, kad netgi mormonų bažnyčia atsirado, свидетели Иеговы, Jehovos liudytojai. и можно продолжать этот список. Ir toliau galima tęsti. Но такого не было раньше. Bet anksčiau tokio dalyko taip nebuvo. Вот почему нужно соблюдать, нужно заботиться о порядке церкви. Štai kodėl reikia žiūrėti tvarkos bažnyčioje. Потому что у человека есть мысли Ne žmogus или mąsto, голова. jis turi galvą. И он может схватиться за что угодно из этого духовного мира и начинает бегать. Jis gali iš dvasinio pasaulio bet ką nusičiupti ir lakstyti paskui tai. Да, и мы хотим, чтобы был тоже какой-то божественный порядок. Ir mes norim, kad būtų dieviška tvarka bažnyčioje. И я буду стоять твердо на этом. Ir aš tvirtai to laikysiuos tiesiog. Да. Stovėsiu. Все, кто хочет служить в церкви, Visi, kas nori tarnauti bažnyčioje, в нашей церкви, mūsų bažnyčioje, ты должен обязательно стараться проходить все эти курсы. tu turi būtinai tuos kursus pereiti tą visą Ну, а я думаю, что это нормально. pamokas tas. Aš manau, tai normalu. Почему? Kodėl? Ты же хочешь служить. Tugi nori tarnauti, Да. Чтобы было единство. kad būtų vienybė. Да. Но человек хочет служить. При этом Žmogus nori tarnauti он вообще ir не знает видение пастора. jis iš viso nežino cerkvė. regėjimo, O nežino, pastoriaus как, ir куда, bažnyčios. Nežino, kaip, kur. Вот поэтому Эйти. эти уроки. Todėl tos pamokos ir Чтобы мы могли organizuojamos, вместе строить Божий дом. kad mes galėtumėm kartu statyti tuos Dievo namus. Поэтому те, которые в служении, Тудел если те, они не которые будут тарнауют, проходить эти занятия, Jeigu jūs neperėsit šitų užsiėmimų, ну так будет, как сказать, уже как-то разговор или что ли с ними. tada bus pokalbis su tokiais. Да, потому что, понимаете, я, иногда даже не только ей, и Kartais себе говорю ne tik чаще jai, всего. bet ir dažniausiai savo pačiam kalbu. Да, мне уже за 45. Man jau virš 45 Мне metų. не столько времени, чтобы просто Man nėra tiek отдавать на daug laiko, пустоту. kad šiaip tuščiai leisčiau laiką. Уже половину жизни уже Jau прожита. Beveik pusę
amžiaus jau pragyventa. И поэтому, если я уже что-то делаю, я должен стараться, чтобы там было и серьезное Ir jeigu дело. aš kažką darau, tai aš stengiuosi, kad tai būtų rimti dalykai, Потому что времени особо нет. nes nėra laiko. Хорошо. Так, слава Богу. Taigi šlovė И Dievui. я верю, что будет это Божий порядок, Aš tikiu, kad bus ta Dievo это tvarka, Божье единство. Dievo vienybė. Особенно для тех, которые хотят служить в этой Ypač церкви. tiems, kurie nori tarnauti šitai bažnyčiai. Это нормально. Tai normalu. Чтобы не было такое, что Kad nebūtų taip. пастор идет туда, а Pastorius eina кто-то į ten, назад, кто-то вообще kažkas направо, atgal, kažkas į dešinę. чтобы все было в единстве. Kad visi būtumėm vienybėje. И поэтому мы это будем слышать лекцию, короче. Ir todėl mes dabar klausysimės paskaitos. Есть три направления, которые мы будем касаться. Mes paliesime 3 kryptis. Я хочу спросить вас, когда вы, Noriu paklausti. если все такие, вы будете ходить, возьмите с собой тетрадь, Jeigu eisite, tai ручку и так pasimkite далее. Или же tušinuką, потом дома слышите это, arba namie по интернету. klausykite internete. если будет. Потому что тоже будут вопросы по Nes taip pat окончании. bus klausimai, kai baigsim šitos visus kursus. Да. И потом уже благословить тебя на служение. Ir paskui bus palaiminimas tau, kaip palaiminimas į tarnautojus. Да. Если ты уже в служении, Jeigu так, tu все jau равно мы... tarnauji, Я уже давно сказал, что мы aš jau будем seniai делать pasakiau, рукоположение. mes dėsime rankas, tiesiog patepsim tarnystės darbams. Да, чтобы Божья благодать. Вот еще один момент, который Dar люди vienas не momentas, понимают. ko žmonės nesupranta. Духовная работа это не физическая. Dvasinis darbas tai ne fizinis. Если ты хочешь духовно служить, тебе обязательно нужно благословение твоего пастора. Jeigu tu nori tarnauti, tau būtinai reikia palaiminimo tavo pastoriaus palaiminimo. Чтобы он положил руки на Kad тебя, jis uždėtų благословить rankas тебя и ant tavęs, пустить тебя. palaimintų tave ir tiesiog Потому что без paskirtų tave. этого ты будешь очень много бегать, Nes и be в to конце tu концов tiesiog неизвестно, что там будет. lakstysi ir nežinia, kas ten bus. Поэтому мы будем делать и рукоположение даже Todėl те, mes которые уже dėsime служат, rankas ir ant tų, kurie jau tarnauja, когда мы закончим все эти уроки. kai mes baigsim visas šitas paskaitas. Значит, Taigi, первое направление нашего урока mūsų pamokos kryptis. это мы будем пытаться, чтобы вы могли обнаруживать ваше служение. Mes tenksimės daryti Vaše taip, priзвание. kad jūs atrastumėt, užšiuoptumėt savo pašaukimą, savo tarnavimą. Это первое направление. Tai pirma kryptis. Второе. Antra, Будем стараться, чтобы tenksimės, ты знал духовные качества, kad tu žinotumėj dvasinę kokybę, которые требуются kurios reikia для служителя. tam, kad galėtum tarnauti. Reikia. Каким должен быть служитель? Koks turi būti tarnautojas? Это надо знать. Reikia tai žinoti. И третье. Ir trečia, Мы будем говорить о лидерской способности. mes kalbėsim apie lyderio sugebėjimus, Потому что служитель nes tarnautojas, работает с людьми, jis dirba su žmonėmis, не с предметами. ne su daiktais. И ты просто должен знать Ir tu turi tiesiog некоторые žinoti просто библейские лидерские kai kurios способности. biblinius lyderio sugebėjimus. И все. Ir viskas. Мы говорим об этих трех Mes направлениях, и мы закончим. kalbėsim tom 3 kryptim ir baigsim. Потому что сегодня Nes šiandien я не насколько верю в теории, как в практику. aš daugiau tikiu ne teoriją, bet praktiką. Все то, что я это самое делаю сегодня, я Visą tai, вижу, ką что aš darau, šiandien matau, больше всего польза от того, если ты это делаешь, чем просто ты слушаешь. daug daugiau naudos, jeigu tu tai darai, negu kad klausai tik tai. Есть люди, которые Yra очень много žmonės, kurie курсов labai daug всяких уже закончили. visokių kursų pabaigė, Да. Но ничего не делают они. bet nieko nedaro. Вот приходят к тебе навыки, Štai ateina įgūdžiai tau,
formuojasi, что-то kai делаешь, tu kažką darai, когда ты что-то делаешь, kai kažką darai, тогда навыки приходят. tada įgūdžiai formuojasi. Вот поэтому мы эти три направления не будем там. И сразу же Что надо это практиковать, надо Tas, действовать. tom trim kryptim kalbėsime ir iš karto reikia praktikuoti, veikti. И там больше будет тебе Ir tada знания и откровения. daugiau ir pažinimo ir apreiškimų tu gausi. Добро. Значит, первое направление сегодня мы Pirma начинаем kryptis, mes pradedam о призвании. apie pašaukimą. Вы согласитесь со Jūs мной, sutikite su manim, что я не знаю, может быть, кто-то может это делать, но я точно знаю, gal kas gali tai daryti, bet aš tik tiksliai žinau, kad что я не могу aš дать negaliu duoti призвание pašaukimo человеку žmogui. или способность что-то делать человеку. Arba galimybių kažkokiu tai, kad jis galėtų tas žmogus daryti kažką. Призвание это не мое дело, Pašaukimas tai ne mano reikalas duoti jums. это Божье. Tai Dievo. Это Бог призывает. Tai Dievas pašaukia. Поэтому я здесь не пытаюсь Todėl тебе aš дать čia призвание. nebandau duoti tau pašaukimą, У suteikti. тебя оно должно уже быть Jis jau turi būti tavyje, от Бога. iš Dievo. Now, что входит в это понимание Kas призвания? įeina į šitą pašaukimo supratimą? Призвание. Pašaukimas. Призвание другое, по-другому. Pašaukimas kitaip, Talant. kitais žodžiais tariant, talentas. Или Arba способность на что-то. sugebėjimas kažkam tai, kažkokiem dalykam sugebėjimai. Или Божья задача к тебе. Arba Dievo užduotis tau. Я не могу дать человеку талант, Aš negaliu duoti žmogui talentą, даже своих детей. netgi savo vaikams. Я только наблюдаю, Aš tik stebiu, кто на что способны. kas kam gabus. Сегодня мне жена сказала, что Šiandien man žmona pasakė, моему младшему сыну, mano нет, mažiausiam второму, да, antram sūnui iš eilės pagal amžių. ему открыли годовую визу в Евросоюз. Jam atidarė tokią Ему только metams 12 vizą лет. į Euro Sąjungą, jam tik 12 metų. Просто потому что Европа Союз. я вижу, что он футболист. Nes aš matau, kad jis Я пустил его futbolistas. туда. Ir aš leidžiu jį. И вот ten. сразу же ему дали на Ir год. štai iš karto jam metams Vizų. davė vizą. А он говорит сегодня, sako, папа, я šiandien. уже могу с тобой ехать в Tėte, aš jau Литву. galiu šiandien važiuoti į Lietuvą su tavimi. Я говорю, Aš хорошо. sakau, gerai. Я ему этот талант не дал. Aš jam nedaviau to talentą. Я только увидел Aš tik и pamačiau помогаю ему ir jam двигаться в этом. padedu judėti tame. Поэтому этот талант у вас Todėl уже tas должен быть. talentas jau turi būti jumise. И это первый урок, просто Ir ta помочь pirma тебе pamoka открыть глаза, что у padėti тебя tau atverti akis, он есть. kad tu turi tą talentą savyje. Потому что никто тебе не даст эту Nes niekas способность. tau neduos to sugebėjimo. Это от Бога Tai iš дается. Dievo duodama. И ты будешь в этом двигаться. Ir tu judėsi tame. Хорошо. Значит, давайте идем шаг за шагом. Toliau einam žingsnis po žingsnio. Должен быть такой ключевой вопрос Turi būti toks pagrindinis, toks esminis klausimas у тебя, tau užduotas. в твоих устах. Tavo lūpose jis turi Tvoje skambėti, serce. tavo širdį. Какой вопрос? Koks klausimas, Который поможет тебе обнаружить kuris padės tau aptikti твой талант. tavo talentą. Вопрос. Klausimas, Что Бог призывает меня делать ką Dievas šaukia mane daryti в моей семье, mano šeimoje, в моей церкви, mano bažnyčioje, в моем городе, mano mieste, в моей стране mano šalyje и в этом мире. ir šitame pasaulyje. Может быть, лучше, как это вам дальше сказать? Ладно. Если вы пропустите что-то или вы Jeigu не jūs хотите kažką писать, praleisite arba nenorite rašyti, то можете не писать. tai galite nerašyti. Дома еще можете Namie включить dar это. kartą įsijunkite, Но если вы paklausykite. пропустите что-то, Bet jeigu jūs kažką тоже praleisite, дома вы можете еще taip pat namie посмотреть. pažiūrėkite dar kartą. Да. Потому что я так понимаю, что они записывают. Aš taip suprantu, kad yra
įrašas bus. Вот, чтобы ты мог просто расслабиться и Tu послушать. galėtum tiesiog atsipalaiduoti ir paklausyti. Если это вопрос должен быть тебе, Tas klausimas turi būti tavyje. ключевой вопрос. Toks esminis. Что Бог призывает меня Ką делать? Dievas šaukia mane daryti? Тебе не надо сразу начинать Tau nereikia iš со karto страной, с городом. pradėti nuo miesto ar nuo šalies. Начни дома. Pradėk namie. Дома. Namie. Что Ką Бог Dievas призывает меня делать у себя в семье? šaukia mane daryti pas mano šeimoje? Знаешь почему? Žinai kodėl? Давайте откроем Atsiverskim первое послание Тимофею, pirmą laišką Timotiejui, 3 глава. 3 skyrių. Четвертый стих. 4 eilutė. Что это стих говорит? Ką sako tas ta eilutė? Хорошо управляющий домом своим, дети, содержавшие в послушании со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищить о церкви Божией. Vyskupas turi būti geras savo namų šeimininkas, turintis klusnius ir tikrai dorus vaikus. Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, kaipgi jis rūpinsis Dievo bažnyčia? Там стоит вопрос. Ten yra klausimas. Служение, дорогие мои, начинается дома. Tarnavimas, brangiai mano, prasideda namie. Служение начинается дома. Tarnavimas prasideda namie. Вчера одна семья, Vakar viena šeima, я общался с ними по скайпу, bendravau per Skype'ą su jais и они меня ir jie спрашивали, manęs klausė, пастор, скажи нам последнее Pastoriau. слово. pasakyk mums paskutinį žodį, И мы хотели бы, чтобы ты говорил про семейную жизнь. kad tu pasakyk mums apie šeimos gyvenimą. И я им сказал, Ir aš jam pasakiau, то, что у меня будет на сердце. tai ką aš turėjau širdį. И эта женщина меня Ir ta спросила еще, moteris dar kartą paklausė mane, скажи нам, что ты делаешь в твоей семье. pasakyk man, ką tu darai savo šeimoje. Я говорю, что ты имеешь в виду, когда я дома? Ką tu turi omeny, kai aš namie? Она говорит, да. Jis sako, taip, Я говорю, хорошо, gerai, sakau, я попробую. pabandysiu Когда я atsakyti. дома, Kai aš namie, я люблю пометать, aš mėgstu šluoti, я plauti, люблю варить, aš mėgstu кушать, virti, valgyti. делать. Я люблю мыть посуду. Man patinka plauti indus. Я люблю брать всякие тряпки, если где-то лежат. Я не могу пройти мимо. Aš Мне это negaliu трудно. pro šalį praeiti, ten kažkoks drabužis voliojasi ar ten padėtas. Man sunku praeiti pro šalį. Да. Sutvarkau. Ну, то вот такие вещи Štai делают. tokius dalykus darau. Потому что есть вопрос. Nes yra klausimas, Я не только член семьи. aš ne tik šeimos narys. Какая польза от меня в этой семье? Kokia nauda iš manęs šitoj šeimoje? Библия говорит, что хорошо управляющий домом своим. Biblija sako, jis turi būti geras savo namų Я всегда šeimininkas. вижу в церкви, что люди Aš matau стремятся служить, Bažnyčiai, кого-то, kad над žmonės кем-то nori tarnauti, руководить, на kažkam ком-то, vadovauti, кого-то вести. kažką vesti paskui save. Но все это начинается у тебя личная жизнь. Bet visa tai prasideda tavo asmeninėme gyvenime. Вообще оттуда все начинается. Iš viso viskas nuo čia prasideda. Потому что хорошо управляющий домом своим Nes geras namų šeimininkas, savo namų šeimininkas, может пищить о церкви Божьей, gali rūpintis Dievo bažnyčia, может служить в церкви Божьей. gali tarnauti Dievo Вот bažnyčiai. почему я говорю, если Štai kodėl aš наши, sakau, которые хотят служить в jeigu этой mūsiškiai церкви, если они не nori будут слушать эти tarnauti. уроки, Jeigu jie neklausysis tų pamokų, мы и благословены будем. mes negalėsim juos palaiminti tarnystės darbams. Надо сначала слушать, Reikia pradžioj что Бог klausyti, готовит для этой церкви. ką Dievas ruošia šiai bažnyčiai, Да. Чтобы здесь не было всяких разделений. kad čia nebūtų jokių susiskaldimų. Так, дорогие мои, Taigi, brangieji, находясь дома, būdami namie, давайте задаем себе вопрос. užduokim savo klausimą, Что я призван делать в этой семье? ką aš pašauktas daryti šitoj šeimoje. Вы знаете, что некоторые члены семьи, они там только чтобы все время принести раздоры. Žinot, kai kurie šeimos žmonės, jie
ten gyvena tik tam, kad vis kažkokius ginčius keltų. Да. А ты, O tu, почему ты там? kodėl tu ten? Хорошо. Служение начинается дома, Tarnavimas prasideda namie, и следующее служение начинается в управлении самим собой. ir kitas tarnavimas tai yra savęs valdymas. Притчи. Patarlių knyga. Ам, 16 глава. 16 skyrius. Вы нашли? Radote? Atsivertėt? Вы запомните, что Atsiminkite, kad перед тем, как будет рукоположение, будет экзамен. Я вам говорю prieš, серьезно. aš rimtai sakau, prieš tai, kai dėsime rankas ant jūsų paskiriant tarnystės darbams, И тогда сделаем рукоположение. turi būti, Рукоположение. Ну, молиться, благословить. melsimės, o prieš tai turi būti egzaminas. Экзамен не будет трудно. Egzaminas nebus sunkus. Главное, чтобы ты слышал лекцию. Svarbiausia, kad tu išklausytum viską. Если ты gerai. послушал, Jeigu tu paklausai, ты пройдешь этот экзамен. tu išlaikysi tą egzaminą. И с нашим благословением ты Ir su пойдешь mūsų служить. palaiminimu tu eisi tarnauti. Конечно, если ты не хочешь Žinoma, jeigu tu nenori мое благословение, mano palaiminimo, ну, ты свободен. tu laisvas esi. Bet kuriuo atveju. Хорошо. 16 глава, 16 skyrius patarlių, 32 стих. 32 eilutė. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Turintis kantrybės yra geresnis už drąsuolį, susivaldantis už tą, kuris užima miestą. Вы видите, что служение Matote, kad tarnavimas или управление другим arba vadovavimas kitiems начинается дома prasideda namie и начинается с собою. ir prasideda nuo savęs. Вы знаете что? Žinote ką? Мы же желаем вести людей. Mesgi norime vesti žmonės. Да? Taip, Мы хотим служить людям. mes norim tarnauti žmonėm. Мы же это желаем. Mesgi šito norim. Тогда это два вопроса. Taigi tie du klausimai. Тогда мы должны стараться поставить их на место. Todėl mes turim pasistengti pastatyti juos į vietą. Как я себя веду дома? Kaip aš namie elgiuosi? Насколько я могу собой управлять? Kiek aš galiu save suvaldyti, save valdyti? Написано, Parašyta, долготерпеливый turintis tokios ištvermingos kantrybės, лучше храброго. geriau už drąsuolį, už drąsų žmogų. Долготерпеливый Kantrus, лучше храброго. geriau už drąsų žmogų. И владеющий собою Ir susivaldantis, лучше завоевателя города. geriau už tą, kuris užima miestą. Toks ištverminga kantrybė turintis. Что такое владеть? Ką tai reiškia susivaldyti? Это управлять. Tai reiškia valdyti, vadovauti savo. Тот, кто может управлять собой. Tas, kuris gali vadovauti savo. Он
лучше завоевателя города. Geresnis už tą, kuris užima miestą, užkariauja miestą. Почему? Kodėl? Я недавно очень много думал о Самсоне, Aš neseniai labai ilgai galvojau apie Samsoną, который спал на коленах женщины. kuris miegojo ant moters kelių. Там, конечно, приятно спать. Ten, žinoma, malonu miegoti, Положи голову. padėti galvą О, и тебе делают ir массаж. tau daro masažą. И разговаривает что-то, Kažką kalba, šepši тебе. kažką taip šnipžda И ты tau. уже, конечно, уже останется история, сон уже идет. Ir jau ten sapnas tau sapnuojasi. Ты начинаешь видеть рай. Tu matai, jau rojų pradedi matyti. Цветы растут. Gėlės auga. Короче, ты на территории без проблем. Toj teritorijoje tau problemų nėra. Самсон, Samsonas, он был очень помазанный. jis buvo labai pateptas žmogus. Вот эти люди в этот город, в своем Что? городе, они не поверили. Štai ten tam žmonės to miesto jie nepatikėjo tuo. Опять что-то со мной начинается. Vėl su manim kažkas pradeda darytis. Я такой хорошо стоял. Давай, да, я Taip gerai stovėjo. Я постою на своем месте. Aš pastovėsiu čia šitoj savo vietoje. Они не поверили, что Jie Самсон сильный. nepatikėjo, kad Samsonas stiprus. И они пошли, Ir jie nuėjo, построили забор. pastatė tvorą jam, Чтобы Самсон не вышел из kad города. jisai neišeitų, reiškia, iš miesto. Galvoju, tvora sulaikysi. Самсон встал ночью, Samsonas atsikėlė naktį, поправил себя, susitvarkė, пошел к воротам, prie vartų, забрал двумя руками paėmė dviem rankom и нес. ir nunešė, išnešė už miesto. Он был очень сильный. Jis buvo labai galingas. Но я и думал, Bet aš ir maščiau. как такой сильный человек Kaipgi toks stiprus žmogus может потерять зрение? gali prarasti regėjimą? Мгм. Вы понимаете, что такое значит потерять зрение? Jūs suprantate, ką reiškia prarasti regėjimą? Это значит, ты перестаешь видеть. Reiškia, tu nustoji matyti. Самсон там не только потерял Samsonas ne tik prarado tai, физическое зрение, fizinės akis. на коленах женщин Ant moters kelių он потерял свою жизнь, jis prarado savo gyvenimą, свое служение. savo tarnavimą. Послушайте меня хорошо. Paklausykite manęs gerai. Вот когда мы перейдем на третье направление о Kai mes лидерстве, prieisim prie trečios krypties, prie lyderiavimo, мы там больше будем говорить о этих лидерских вещах. mes daugiau apie tos dalykus lyderio pakalbėsim. Послушайте сейчас. Paklausykit dabar. Твой талант, Tavo talentas, твоя способность tavo sugebėjimai может вести тебя в любой уровне gali vesti tave į bet kurį lygį, вверх. į viršų, aukštyn. Но ты там будешь держаться Bet tu ten laikysiesi уже не твоим талантом, ne tavo talento dėka, а твоим характером, o tavo charakterio dėka, твоим духом. savo dvasia. Поэтому Todėl Библия говорит, что владеющий собой Biblija sako, kad susivaldantis лучше завоевателя города. geresnis už tą, kuris užkariauja miestą. Самсон мог все это делать, Samsonas galėjo visą tai daryti, но все равно его победили. bet vis tiek jį nugalėjo. Потому что он сперва не научился Nes jis- собой владеть. Visų pirma, neišmoko susivaldyti, vadovauti savo. И его талант особо не помогал ему. Ir jo talentas iki galo ir nepadėjo jam iš tiesų. Видите, дорогие мои? Matote, brangieji, Твой талант поведет тебя в любой уровне, tavo talentas gali nuvesti tave į bet kurį lygį, но твой характер либо bet tavo charakteris arba поможет тебе там держаться, padės ten išsilaikyti, либо оттуда упасть. arba nukristi tu. Nepadės. Atvirkščiai. Вот почему
Štai kodėl Мы должны заботиться о том, что Бог говорит. mes turim rūpintis tuo, ką Dievas kalba. Что призвание Kad pašaukimas начинается дома prasideda namie и начинается с собой. ir prasideda nuo savęs. Вот почему, когда я дома, Štai kodėl, kai aš namie, я позволяю себе делать любую работу по aš дому. leidžiu savo daryti bet kokį darbą namie, Потому что я служитель. nes aš tarnautojas. Я не служитель над людьми. Aš netarnauju virš žmonių. Я сперва служитель своей семьи и над собой. Aš visų pirma tarnauju šeimai ir taip pat tarnauju pats savo, vadovauju savo. Значит, мы уже много говорили, чтобы самое главное не забыли, Taigi, да? kad neužmirštumėm paties svarbiausio. Ключевой вопрос. Toks esminis klausimas. Что Бог меня призывает делать Ką Dievas šaukia mane daryti в моей семье, mano šeimoje, в своей lичной жизни. mano asmeniniam gyvenime. Это важно. Tai svarbu. В своей lичной жизни, Asmeninis в gyvenimas. моей семье, Mano šeima. в моей церкви. Потом уже Po идет. В to jau моей eina церкви, mano bažnyčia, в моем городе, mano miestas, в моей стране mano šalis и в этом мире. ir pasaulis. Давайте посмотрим пример этого списка. Pažiūrėkim pavyzdį, šitos sąrašo pavyzdį. Откройте Деяния, Apaštalų darbai, 1 глава. 1 skyrius. Читаем с 1 стиха. Nuo pirmos eilutės skaitom. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которые Он избрал, которым и явил себе живым, по страданиям Своим, с многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Смотри дальше. И собрав их, значит, учеников своих, и собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Читай, пожалуйста. Pirmoje knygoje Teofiliau aš parašiau apie viską, ką Jėzus pradėjo daryti ir mokyti iki tos dienos, kuria buvo paimtas į dangų. Pirmiau per šventąją dvasią davė savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas. Per 40 dienų jiems rodydamasis ir kalbėdamas apie Dievo karalystę. Kartą, būdamas kartu su jais, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, pasakė jis, esate girdėję iš manęs. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąja dvasia. 8 стих. 8 eilutė. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje, visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lik pat žemės pakraščių. Смотрите 8 стих. Žiūrėkite 8 eilutę И ответите на мой вопрос. ir atsakykite į klausimą. Если бы вам пришлось охарактеризовать видение Иисуса Христа, Jeigu jums reikėtų charakterizuoti Jėzaus Kristaus regėjimą, что вы сказали, какое видение у Иисуса было kokį regėjimą Jėzus turėjo в этом списке, в этом стихе? šitoje eilutėje? Хорошо, свидетеля, какое свидетель? Kokį liudijimą? Да. Jėzus Хорошо. liudytojais. Ага. Но хорошо, если взять территорию, вот, Jeigu может быть, paimti так проще будет. teritoriją, Если взять jeigu территорию, paimti teritorijos atžvilgiu, какое видение Иисуса kokį было? regėjimą Jėzus turėjo? Vesmir. Vesmir. Да. Visą pasaulį Да. turėjo.
Весь мир? Да. Да. Хорошо. Но смотри, Bet žiūrėk, где он начинает? kur prasideda У visą него tai. мировое видение. Jo tas pasaulinis regėjimas. Видит Иерусалиме. Bet Jeruzalė, У namie, них себе дома там. pas Да. juos namie. А потом где? O kur paskui? Иудей стране. А потом Иудея. где? Самария, Самария. уже другое место Jau идет. А kita потом vieta до края iki земли. žemės pakraščių. А вот смотрите еще. O dar žiūrėkite. Он tokį собрал dalyką. их Jis juos surinko и говорит, что не уходите. ir pasakė, neišeikite, nepasitraukite, Будьте здесь. būkite čia. Пока вы не получите крещение Святого Духа. Kol gausite šventosios dvasios krikštą. То есть Tai yra- Иисусу важно Jėzui состояние учеников. Mokinių stovis, Состояние учеников. mokinių. Ну, потому что ты же идешь служить. Nesgi tu eini tarnauti. И вот, когда это состояние, когда это Дух Святой придет, Ir kai tas stovis pasikeis, kai ateis šventoji dvasia, можно было бы подумать, что они сразу идут в мир. galima buvo pagalvoti, kad jie iš karto eina į pasaulį. Не, в Иерусалиме Jeruzalė, сначала. pradžioje Jeruzalė. Вот здесь Štai служить. čia tarnauti. Вот так, дорогие мои. Štai tai, brangiai mano. Значит, что Бог меня призывает делать в моей семье, Ką Dievas šaukia mane daryti mano šeimoje, в моей церкви, mano bažnyčioje, в моем городе, mano mieste, в моей стране mano šalyje и вообще в этом мире. ir visame pasaulyje. Now, вот этот вопрос поможет Štai тебе. tas klausimas padės tau. Тебе лично поможет Tau asmeniškai padės увидеть, pamatyti, какую роль kokį vaidmenį ты играешь в семье tu vaidini šeimoje, или в церкви, arba или bažnyčioje, в твоей организации. arba tavo organizacijai. Как этот вопрос поможет тебе? Kaip tau tas klausimas padės tau? Ты скоро начинаешь видеть, Tu greitai pradedi matyti, как ты себя проявляешь. kaip tu save išreiški. Положительно или отрицательно в церкви или в семье. Teigiamai ir neigiamai, bažnyčiai ar šeimoje. Есть некоторые люди, Yra kai kurie žmonės, они только несут отрицательное jie влияние. tik neigiamą įtaką. Я всегда молюсь Daro. за своих детей. Aš visada meldžiuosi už savo И vaikus. молюсь всегда, чтобы они встречались с людьми с Aš meldžiu, хорошими kad положительными jie влияниями. susitiktų su tokiais žmonėm, kurie turi teigiamą įtaką. Потому что по Божьей благодати я Nes iš вижу, Dievo что malonės matau. так и есть на земле, мы влияем друг на друга. Taip yra žemė, kad mes darom įtaką vienas kitam. И вы тоже молитесь за своих детей, Ir jūs taip pat už savo vaikus чтобы они melskite. встречали на своей дороге с хорошими людьми. Kad jie susitiktų savo keliai gerų žmonių. И да. Потому что есть люди, которые Nes только yra несут отрицательные. žmonės, kurie daro tik neigiamą įtaką. И есть другие, которые ты встречаешься с ними, Yra kiti taip pat, su kuriais susitinki и ты слушаешь полезные вещи, ir tu girdi naudingus и ты dalykus получаешь помощь. ir tu gauni pagalbą. Да. И поэтому, Ir todėl, если ты будешь молиться, например, такой pavyzdžiui, молитвой, jeigu tu melsies tokia malda, ты сам стараешься быть tu положительным. pats stengiasi būti Влиятельным человеком. būti teigiamas, tu daryti gerą įtaką. Хорошо. Значит, Reiškia, что Бог призывает меня делать, ką Dievas šaukia mane daryti, это, что делать, это никто тебе это не даст. tai niekas tau kitas neduos. Даже если я попрошу тебя Net jeigu aš paprašysiu tavęs что-то делать, kažką padaryti, ты скоро это оставишь, tu greitai paliksi tai, потому что это не твое. nes tai ne tavo. Поэтому ты должен знать Todėl tu turi и žinoti найти ir это, rasti tai, чтобы ты мог быть как рыба в воде. kad būtum tada kaip žuvis vandenyje. Значит, что Бог меня призывает делать? Reiškia taip, ką Dievas šaukia mane daryti, Сперва visų pirma, это вопрос способности. tai yra sugebėjimų, talentų klausimas. Способности Sugebėjimų или силы. arba jėgos. Что это значит? Ką tai reiškia? На что мне хватает силы? Ką man užtenka jėgų? Что я могу легче делать? Ką aš lengviausiai galiu daryti? Что у меня дается,
как это будет, попросту и попросту. Kas Prošė, man da? paprasta visai atlikti. Откровение 25 главу Матфея. Atsiverskime Mato 25 skyrių. Например, Pavyzdžiui, для man меня pavyzdžiui, проповедовать. pamokslauti. Может быть, кто-то может подумать, что это, ой, такой Gal труд. kas nors pagalvotų, čiagi sunku. А для меня это Darbas, o man самый хороший отдых, который я имею. pats geriausias poilsis, kurį aš turiu. Да. Потому что это я как рыба в Nes воде. aš kaip žuvis vandenį tada. Ага. И вот то, что я желаю, Ir tai, ko aš noriu, или что Бог желает, arba ką Dievas для nori, каждого члена ko нашей Dievas церкви. nori iš kiekvieno mūsų bažnyčios nario. Чтобы ты не шел туда, куда... Kad tu Потому что ты скоро все это сбросишь и уйдешь. Kad neitum ten, kur tau vargas sunku, nes viską greit paliksi, numesi. Ну зачем, понимаешь, особенно, Ypač, я не знаю, плохо ли это я aš делаю или нет, но blogai aš tai darau, kad tai darau ar ne. у меня всегда мои года у меня всегда пред собой. Man prieš akis visada mano metai. Я не такой мальчик, который раньше был, Aš прыгал netoks туда-сюда, везде, berniukas, куда kaip надо. anksčiau buvau, kur šokinėjau, Я уже за 40. kur nereikėjo. Man jau virš И меня 40. мои года предо Ir мной. mano metai prieš mano Я akis. думаю, что вы тоже не собираетесь шутить. Ir aš manau, kad jūs taip pat nesiruošiat juokauti. Уже не те годы. Ne tie metai jau. Ага. Поэтому не то, что изъяса и бросил, изъяса и бросил. Todėl ne tai, kad tu ėmėsi kažko ir metėjai, ėmėsi ir metėjai. Тебе нет времени для этого уже. Tau jau nėra laiko tokiems dalykams. 25 глава, Mato 25, 14 стих. 14 eilutė. Читай, пожалуйста. Skaityk Jolanta. 14, да. Нет, у тебя не русская? Вот тут. Ибо он поступил как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Дальше. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Видите, как он дал эти таланты? Matot, kaip jis davė tuos talentus. Каждому по своей силе. Kiekvienam pagal jo jėgą, То, gabumus. что он умел делать. Tai, ką jis mokėjo daryti. Поэтому вопрос, Todėl что klausimas, Бог меня призывает делать, ką Dievas šaukia mane daryti, это вопрос tai klausimas способности sugebėjimų или силы. arba jėgos. Смотри, одному он дал 5 талантов, Žiūrėk, vienam davė 5 talentus, а второму он дал только 2, o kitam tik tai 2, а третьему 1, o trečiam 1. потому что он знает его способность. Nes jisai žino jo sugebėjimus, galimybės. Каждому по своей силе. Kiekvienam pagal jo И galimybės. поэтому наша Божья работа Todėl или mūsų стремление darbas arba siekis, это старание увидеть, pastangos pamatyti, в чем моя сила, kur mano jėga, что мне подается легко. kas man lengvai gaunasi daryti. Вау. А вот почему в церкви мало кто что-то делает, потому что Kodėl bažnyčia каждый mažai хочет kas быть, daro kažką. каждый хочет быть там, вот смотрит и понимает, и ты хочешь быть всем, и потом ты сидишь и не знаешь, в конце концов, кем тебе быть. Nes visi žiūri ir nori būti viskuo, visais, ką tik tai mato ir paskui sėdi ir nežino, ko iš tiesų būti. И это мир тебе потеряет. Ir tai pasaulis tave praranda. Тебе нет. Tavęs nėra. Так, надо любить себя. Reikia mylėti save И надо стараться увидеть, ir stengtis pamatyti, что мне Бог дал по моей силе, ką Dievas davė man pagal mano по galimybės, моей способности. pagal mano jėgą. И это делай. Ir daryk tai. Следующее. Kitas dalykas. Надо, может быть, до того, как... Ладно, может быть, потом. Да. Вопрос, что Бог меня призывает делать, Klausimas, ką Dievas šaukia mane daryti, это вопрос цели. tai klausimas tikslo. Celi. Tikslo klausimas.
Откройте от Луки, Atsiverskim Luko Evangeliją, 4 глава, 4 skyrių, 18 стих. 18 eilutė. Может быть, лучше с 16 стиха. Galbūt nuo 16 eilutės. Йоланта. Пришел в Назарет, где было сыто, и вошел по обыкновению своему, где из субботней в синагогу и стал читать. Даша. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение и прозрение, отпустить измученных Даша. проповедовать лето Господне благоприятное». Даша. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. Глаза всех в синагоге были устремлены. Даша. И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Видишь? Matot, Иисус, даже сам Иисус, netgi pats Jėzus, ему пришлось найти Божье призвание в его жизни. jam teko rasti savo pašaukimą savo gyvenime. И даже, как ни странно, он это даже нашел в Библии. Netgi jisai rado rašte visą tai. Он говорит, Jis sako, это пророчество ta pranašystė обо мне. apie mane. И поэтому уже исполнилось это. Ir todėl tai išsipildė. Ладно, это уже другое дело. Gerai, tai jau kita tema. Я задал вопрос. Aš uždaviau klausimą, Я сказал, pasakiau. вопрос, что Бог меня призывает делать, Klausimas, ką Dievas šaukia mane daryti, это вопрос цели. tai tikslo klausimas. Что Иисус сказал? Ką Jėzus pasakė? Дух Господень на меня, Viešpaties dvasia ant manęs, ибо Он помазал меня. nes jis patepė mane. И уже идет цель. Ir eina toliau tikslas. Зачем Он меня помазал? Kam, kokiam tikslui jis mane patepė? Первое, Pirma, благовествовать. skelbti gerą naujieną. Второе, Antra, исцелить сокрушенных сердца. gydyti tų, kurių širdį sudužusios. Третье, Trečia, проповедовать пленным освобождение. skelbti belaisviams išvadavimo. Пятое, да? Четвертą. Четвертое, Ketvirta, слепым прозрение. akliesiems regėjimo. Пятое, Penkta, опусти измученных на свободу. vaduoti prislėgtųjų. Значит, что И Бог лайся. меня призывает делать? Ką mane Dievas šaukia daryti? Это вопрос цели. Tai tikslo klausimas. Что я призван делать? Kuriam tikslui aš pašauktas? Какова Ką моя daryti? цель Koks mano tikslas? в моей семье, Mano šeimoje, в моей церкви? mano Вот bažnyčioje. я вижу, мы все Ты ж время смотрел. занимаемся друг другом. Mes Все visą laiką время. užsimam vienas kitu. Все время мы Visą бьем laiką друг друга. Mušam vienas kitą. Самое такое, это, как это называется, место, где мы, люди больше друг о друге говорят, это церковь. Vieta, kur daugiausiai žmonės vienas apie kitą kalbą, tai yra bažnyčia. Давай найдем цель. Raskim tikslą. Что я здесь, почему я здесь? Kodėl aš čia? Какова Kam aš čia? цель Koks mano tikslas? моего призвания? Mano pašaukimo И когда ты tikslas. найдешь, Ir kai tu rasi, ты говоришь весказ. tu sakai viskas. Я буду это делать. Aš darysiu tai. Я буду принести благословение. Aš atnešiu palaiminimus. Через мою силу. Per savo jėgą. Через мою силу. Per mano jėgą. Через мою способность. Per mano sugebėjimus. Я вам говорю, вот, например, мы Štai тут pavyzdžiui, mes čia. и это, ладно. Давайте схватимся за это. Paimkim tai, pagriebkim tai, Да. įsikabinkim. Пока to. ты там хлопаешь за кого-то, Kol ten ploji už kažkokį tai žmogų, Пока dėl kažkokio žmogaus. ты бегаешь по помазанникам, Kol tu bėgioji paskui tos pateptuosius, Бог хочет тебя использовать. Dievas nori tave naudoti. Да. Taip. Ты не просто здесь, Tu čia ne šiaip savo. и ты не просто там в твоей семье, Ir
Ir ne šiaip savo šeimoje. Не, ти там Ne. дре цели. Tu ten taip pat dėl tikslo. Вроде ее надо и найти. Štai jį reikia surasti. Да. Taip. Ты там, чтобы члены семьи им было хорошо. Pavyzdžiui, kad tu ten tam, kad šitas šeimos nariai jiem būtų gerai. Ты там, чтобы принести, может быть, Tu ten, kad знания Господа. atneštum galbūt pažinimą apie viešpatį. То есть обязательно, что такое ты умеешь делать. Tai yra būtinai, ką tu ten gali daryti. Делай это. Moki daryti. Daryk tai. Значит, вопрос, что Бог меня призывает делать, это вопрос цели. Tai yra tikslo klausimas, ką Dievas mane šaukia daryti. Деяния 1 глава, Apaštalų darbų 1 skyrius, 8 стих. 8 eilutė. Я всегда радуюсь за нашу церковь. Aš labai džiaugiuosi visada dėl Все mūsų, то, už что mūsų нужно, чтобы bažnyčią. мы жили, все есть в этой церкви. Я вам говорю правду. Viskas yra šitoj bažnyčiai, ko reikia, kad mes gyventume. Откровение, вот Apreiškimai, так хватает. štai tiek Вот užtenka. только, начиная прошлой недели, Вот разные теперь служители здесь уже Praeitą побыли. savaitę jau skirtingi tarnautojai čia pabuvo. И в пятницу буду. Ir penktadienį bus, Нет, субботу буду. šeštadienį В bus, воскресенье еще будет. sekmadienį dar Короче, bus. даже это церковь больше, Netgi- всякий служитель бывает, чем любой церковь. Štai в bažnyčiai Литве. daugiau įvairių pamokslininkų būna negu kažkur tai Lietuvoje, kokioj kitoj bažnyčiai. Так что нет извинения. Taigi nėra atsiprašinėjimų kažkokių, Да. Хорошо. neturi būti. 8 стих читаем. 8 eilutė. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне Стоп! Kent jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jėgos. Но вы примите силу, Jūs gausite когда jėgą, сойдет на вас Дух Святой, kent jūsų nuženg šventoji dvasia. и пошла цель. Ir pradėjo toliau eiti tikslas. Для чего? Kam? Dėl ko taip bus? Kuriam tikslui tai viskas Вот vyks? то, о чем мы должны заботиться. Каждый Štai в своей жизни. kiekvienas iš mūsų tuo ir turime rūpintis. Конечно, мы должны Žinoma, уважать, mes turime gerbti, уважать других gerbti служителей, kitus tarnautojus, уважать других людей за свои gerbti способности, kitus за žmonės то, dėl что они jų делают в sugebėjimų, нашей жизни. dėl to, ką jie daro mūsų gyvenime. Но мы не должны забыть о Bet себе. mes neturim užmiršti apie save. Ты важен, Tu svarbus, ты нужен. tu Ты reikalingas, человек, на который žmogus. есть Божья цель. kuriam Dievas turi tikslą. Единственное, что ты не стараешься это увидеть. Vienintelis dalykas yra tai, kad tu nesistengi to pamatyti. Значит, вопрос, что Бог Reiškia меня призывает klausimas, делать, ką Dievas šaukia mane daryti. это вопрос Tai yra klausimas доверия pasitikėjimo. Божьего Dievo pasitikėjimo. тебе. Tau, tavimi. Матфея 24 глава, Mato 24 skyrius, 45 стих. 45 eilutė. Матфея 24 глава, Mato 24, 45 стих. 45 eilutė. Будем читать до 49. Iki 49. Пожалуйста. Ты же верный благоразумный раб, которого Господин Бог поставил над слугами Поставить нас слугами. То есть Господь доверял. Viešpats pasitikėjo, Доверял его. patikėjo jam. Он поставил его над слугами своими. Jisai paskyrė jį virš tarnų. Он его доверял. Jis jam juo pasitikėjo. Так, вопрос твои призвания, Taigi, tavo pašaukimo это вопрос klausimas, доверия Бога тебе. tai yra tavo Dievo pasitikėjimo tavimi klausimas. Твой талант, это доверие Бога тебе. Tavo talentas, tai yra Dievo pasitikėjimas tavimi. Читаем дальше. Toliau skaitum. чтобы давать им пищу Богу. Дальше. Блажен тот раб, которого Господин его, придя найдет поступающим так. Дальше. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его.
Вы видите, как мы растем, когда мы Матит. делаем то, что Бог нас просит делать? Kaip mes augam, kai mes padarom tai, ką Dievas prašo mus padaryti. Вот, года 5 лет назад, Prieš когда мы 5 начали metus, церковь в kai mes Вильнюсе, pradėjom bažnyčią čia Vilniuje, меня знаю только в Вильнюсе, aš pažinojau tik Vilniuje, но простите, это самое, как это, позвольте мне вам сказать, leiskite man jums pasakyti, сегодня уже, и тоже в Алитосе уже говорят, пастор Моисей. šiandien jau ir čia, ir Alytuje sako pastoriau Moze. Урмеге говорят, пастор Моисей. Pastoriau Moze, Ukmergėj taip sako. Мариамполе, пастор Marijampolė, Моисей. pastoriau Moze. Но это не все сразу начало. Bet taip ne viskas iš karto Если prasidėjo. когда ты делаешь то, что Gavosi. Бог поручит тебе Matai, делать, kai tu darai tai, ką Dievas tau patikėjo тогда daryti, ты делаешь это, kai tu darai tai и ты начинаешь расти. ir tu pradedi Бог начинает augti, больше тебе доверять. Dievas tau pradeda daugiau ir daugiau Больше тебе patikėti, доверяет. daugiau ir daugiau tau Потому что Он видит, patikėti. что ты делаешь, Nes jis mato, kad tu darai tai, братья и сестры. broliai sesės. А этот талант у тебя есть. O tu turi tą talentą. Это Божье доверие у тебя есть. Tas Dievo pasitikėjimas tavimi yra. Пока я не буду касаться еще что-то, но мы пока закончим это. И, Pabaigsime tai. значит, вопрос, то есть Таки. вопрос Божье призвание твоей жизни, Божье Dievo призвание твоей жизни это вопрос, Klausimas, Dievo pašaukimo klausimas tavo gyvenimui, божественная задача. tai yra Dievo užduotis. Божественная задача. Dievo užduotis. Божье призвание или талант твоей жизни это божественная задача. Dievo pašaukimas tau, tai yra Dievo užduotis. Деяния 20 глава. Apaštalų darbų 20 skyrius, Деяния 20 глава, 22 стих. 22 eilutė. Жив Бог. Gyvas Dievas. Я вчера сказал, Aš vakar pasakiau, жив Бог. gyvas Dievas. И одна сестра сказала, Ir vienas sesuo pasakė, и дьявол тоже живет. ir velnės irgi gyvena. Напомнила? А другой O говорит, другой брат. kitas brolius pasakė. Я сказал, Sakė. Господь уже пришел сюда. Aš pasakiau, viešpats jau atėjo Он čia. пришел к нам. Jis atėjo pas mus. А этот брат говорит, O tas brolius sako, а он никуда не ушел. o jis niekur neišėjo. Короче, Niekur nebuvo išėjęs, galbūt taip. знаешь, я хочу вам кое-что сказать. Noriu jums kai ką pasakyti. Аргументировать с людьми это бесполезные дела. Argumentuoti su žmonėm tai yra beviltiška. Разум человека Žmogaus protas может много придумывать. gali daug ko prigalvoti. Поэтому пока ты там что-то говоришь, Todėl уже tu kol kažką čia масса sakai, каких-то уже придумал и Jau- посунул тебя скоро. jau daugelių minčių kai kas prigalvojo ir pradėjo irgi. Pakišo tau. Так ты со женой там Ten разбираешься. su žmona ten kalbėsi, Ты сказал, жена говорит. tu pasakėjai, žmona pasako. И ты ждешь, когда же она мочит. Ir tu lauki, kada jinai kaip pradės tylėti. И ты опять сказал. Ir vėl tu И pasakėjai. она тоже подала. Ir jinai там. vėl taip pat Посунула кусок чего-то там. pakišo kažkokį gabaliuką vėl kažkokios minties. И ты такой уже все, Ir такой toks jau расстроенный. viskas toks jau опять что-то susierzinęs. сказал. Ir vėl kažką И pasakė. она опять что-то еще Ir сказала. jinai vėl kažką pasakė. Так плохо уже на Tai душе. blogai jau sielai. Ладно, пойду А. в ванну. Tiek to eisiu į vonę. Попью чай, я пойду короче, в Išgersiu кухню. arbatos, eisiu geriau į virtuvę. Может, завтра мы продолжим. Давай это уже. Ai, gal ir rytoj pratesim. Голова человека Žmogaus galva. – это логика. Tai logika. Так лучше не лезь туда. Tai geriau ten nelysti. А что?
Научи молчать. Išmok tylėti. И будет проще. Ir bus paprasčiau tada. Там такая логика. Я Ten tokia иногда, logika. я сам иногда Aš pats удивляюсь kartais своей stebiuosi собственной головой. savo galvą. Я не знаю, откуда она все берет. Aš nežinau, iš kur galva viską ištraukia. Tiek daug. Это едешь, не Važiuoji. платил за троллейбус. Nesumokėjau už troleibusą. Может, я это сегодня видел, эти контролеры Aš mačiau- стояли, поэтому я, может, и вспоминаю это. Šiandien tuos kontrolierius, tai dėl to Слава ir Богу, что prisimenu. мы, пастор Оля купила билет нам. Ačiū Dievui, kad pastorė Olga nupirko mum bilietas. Да. Едешь, не заплатишь за Važiuoji, это троллейбус. nesumokėjęs. Контролер приходит, Kontrolierius ateina, Где твой prieina. билет? Kur tavo bilietas? а тут говорит, O tas sako у меня žmogus. нету, Aš пожалуйста. neturiu. Я еще не работаю. Prašom, atleiskite, aš nedirbu dar. Я только что из церкви. Aš ką tik iš bažnyčios. Да, пожалуйста, Sakai, prašom. пустите меня домой. O, paleiskite mane Контролер namo. говорит, хорошо. Kontrolierius sako, gerai. Вот, больше не делай это. Daugiau taip nesielg. Хорошо. Gerai. И поехал. Ir toliau И nuvažiavo. на следующее воскресенье Ir kitą sekmadienį он приходит на собрание, ateina į такой tarnavimą, довольный, toks patenkintas. говорит, Ir sako, у кого есть свидетельство? kas turit liudijimą? А он встает Ir tas brolius из atsistoja. заднего сиденья Iš там galo далеко ateina, iš toli ten. и проходит весь зал Pereina visą salę наперед. į И priekį. говорит, Ir братья и sako, сестры, broliai sesės, да, Боже мой. Я ездил aš вчера, vakar važiavau и контролер пришел. ir kontrolierius И prieėjo. Бог меня спас. Ir Dievas mane išgelbėjo. Вот мое свидетельство. Štai mano liudėjimas. Да. Однажды один брат у нас в Kartą церкви, vienas brolis iš mūsų это годы bažnyčios, назад, tai jau buvo prieš daug metų, он такой смиренный, iš такой, toks ramus buvo, вот, toks nuolankus. вот такой брат, который любая сестра хотела бы иметь. Toks brolis, kurio norėtų bet kuri sesuo. Он такой Kaip savo спокойный. vyro, jis toks ramus. Такой послушный. Toks paklusnus. Да, я вам говорю, прямое желание любой Aš сестры. manau, kad čia bet kurios sesers noras turėti Да, tokį не vyrą. таких, которые Ne tokius, kurie исполнены логикой. logikos pilni išvedžiojimų. Это брат, Ir tas brolis, он работал там, jis ten dirbo, да, и на остановке убирал, stotelėje ten tvarkė, и там он šlavė. голод у него, ну, знаешь, и смотри, свежий банан Jis buvo лежит, alkanas ir žiūri, ten bananas guli. и он это взят банан, Jis paėmė tą bananą normalus kūšiau. ir valgė. Suvalgė. пришел на собрание в воскресенье. Atėjo sekmadienį į tarnavimą. У кого есть свидетельство? Kas turit liudėjimą? И говорю, у меня есть свидетельство. Jis sako, aš turiu liudėjimą. Заходит вперед, Ateina į priekį говорит, ir sako, я когда чистил становку, kai aš tvarkiau ten я stotelėje, почувствовал голод. aš pajutau, kad aš esu alkanas. И вдруг свежий Ir банан staiga лежит. šviežias bananas guli. И я это кушал. Ir aš suvalgiau jį. Это Бог благословил Tai меня. Dievas mane palaimino taip. И там есть одна сестра, Ir ten buvo viena sesuo, она такая, знаешь, jinai tokia, žinai, которая братья не желают, вот такая сестра. kurios nei vienas brolis nenori už žmoną. Она Nenorėtų. схватила за голову. Jinai suėmė savo Ой, už какое galvos. свидетельство. Oi, koks liūdėjimas. Ой, ой, ой. Oi, koks Уберите его liūdėjimas. отсюда. Ei, patraukite jį iš ten. Я
Вот тебе. Ну что, мы открыли Na Деяния, kągi, mes atsivertėm paštalų darbus, 20 глава, 20 skyrių читаем ir skaitom с 22 nuo стиха 22 eilutės по 24. iki 24. Дальше. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Дальше. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса. Подожди. Которое я что? Kurį Принял. А kurį кого? aš gavau Если твое iš призвание, viešpatės. Tavo pašaukimas это божественная задача tai yra Dievo užduotis твоей жизни. tavo gyvenimui. И Павел говорит, Ir Paulius sako, я должен исполнить эту божественную задачу. aš turiu užbaigti, išpildyti tą dievišką užduotį. Я должен исполнить эту божественную задачу. Aš turiu išpildyti tą Dievo užduotį Моей семье, mano šeimoje, моей церкви, mano bažnyčioje, в моем городе, mano mieste, в моей стране, mano šalyje, в этом мире. šitame pasaulyje. Божественная задача. Dievo užduotis. Well, я хочу как-то... Ладно. Читаем еще 22 стих. 22 eilutė dar. Дальше. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Дальше. Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Подожди. Мы об этом больше будем говорить на другой раз. Но Kitą я kartą mes apie tai хочу kalbėsim сказать. daugiau, bet dabar noriu tik truputį pasakyti. Люди, братья, сестры, Broliai, sesės, если у тебя есть Божий талант, jeigu tu turi Dievo talentą, а у каждого есть, o kiekvienas даже turi, кто в миру, netgi tie, kurie pasaulyje я vaikšto, уже про церковь не говорю, aš jau nekalbu apie bažnyčią, всегда будет какие-то причины, Всегда почему ты бус- ничего не делаешь. bus priežastis, dėl ko tu nieko nedarai. А Павел говорит, O Paulius sako, я на эти причины я не смотрю. aš nežiūriu į tas priežastis. Я не смотрю. Nežiūriu į tas priežastis. Я не смотрю. Nežiūriu. Вот почему многие Štai людей kodėl daugelis žmonių в церкви, bažnyčioje на этой земле, šitoj žemėje, и их нет. jų nėra. Они есть Jie yra физически, fiziškai, но они бесполезны bet jie nenaudingi для нашего мира, mūsų pasauliui, для нашей церкви, mūsų bažnyčiai, для семьи. šeimai. Да, Taip. потому что они Nes jie не делают то, nedaro что они имеют. tai, ką jie turi, tas galimybės, tas Дано Богом dovanas. им. Tai, ką davė jam Dievas. Они не делают. Jie nesielgia, nedaro nieko. Потому что всегда, запомните, всегда будет извинение. Visada bus atsiprašinėjimai. Всегда будут какие-то причины. Kažkokios priežastys. Если ты будешь на них смотреть Jeigu tu žiūrėsi į tai, į Tai tas umrios. priežastis, tu mirsi духовно, dvasiškai. я не знаю, сколько я сейчас был в Мариамполе. Dabar Я за buvau 3 или 4 дня. ar 3 ar 4 dienas Mariampoliai. Меня, там сестра, которая принимает меня Sesuo, kuri mane priima себе квартиру, į butą она не nakvot, могла на этот раз, šį kartą negalėjo потому priimti, что там они помогают одному человеку, который брали из улицы. Она Nes там живет, он jie- с ними живет. Jie padeda dabar vienam vyriškiui, kuris gyveno gatvėje, tiesiog paėmė iš gatvės jį. И меня пастор об этом говорил. Ir man pasakė apie tai pastorė. Я говорю, ничего, я буду спать в церкви. Aš sakau, nieko, aš bažnyčiai nakvosiu. Такой вот это у них там Jie turi помещение tam patalpas namelį. 2-3 раза больше, чем здесь.
2 ar 3 kartus didesnį patalpas negu čia. Да. И в большом зале я спал. Ir dideliai salėje aš mėgojau, Она в офисе, потому что она должна была помогать топить печку. o ji ofise, biure, nes turėjo ten padėti krosnį kuriant. Есть некоторые вещи, если ты начинаешь смотреть, Yra kai kurie dalykai, jeigu juos pradėsi ты žiūrėti, не будешь исполнить Божий талант, который имеет. Ты не будешь. tu Потому что ты nenaudosi смотришь tos на такие вещи, talentus, nes pradėsi žiūrėti tokius dalykus. вот у тебя, ты знаешь, кто ты, Štai да? tu žinai, kas tu. Вот, ты Taip. спишь на этом большом зале. Ir tu ten mėgi toj dideliai salėje. Собрание закончились, все ушли. Susirinkimas baigėsi, visi У тебя išėjo. жена, короче, дома, Tavo žmona namie ten kažkur. а ты там в большом зале. O tu ten dideliai salėje. И ты думаешь, чего я тут? Ir tu galvoji, ko aš čia? Божественная задача. Dievo užduotis. Божественная задача. Dievo užduotis. На потом, зачем там быть? O tu šiaip pagalvoju, kam tam На самом būtų деле, iš tiesų, если не Божья задача. jeigu ne Dievo užduotis. Павел говорит, Paulius sako, а я ни на что не смотрю. aš į nieko nežiūriu. Вау. Знаешь, вот Знаю. почему из нашей церкви Štai kodėl iš mūsų bažnyčios должны быть, выходить из среди нас turi звезды, iš звезды, mūsų tarpo pakilti žvaigždės, которые будут влиять на это Литву. kurios darys įtaką И Lietuvoje потом на это мир. ir paskui pasaulyje. А сегодня эта сестра говорила, Šiandien tas sesuo pasakė, что продавала компати уже церкви Kad jau в Лондоне. pardavė Londone mūsų kompaktus. А недавно я послал туда 100 свои эти книжки, 100 O aš я туда послал. neseniai 100 savo knygučių pasiunčiau ten. Мы сидим в Литве, Mes sėdime Lietuvoje будем влиять на мир. ir darysim įtaką Я pasaulyje. вам говорю правду. Aš sakau tiesą. Не надо себе держать тюрьмы. Nereikia savęs laikyti tokiam kaip kalėjime. Есть, знаешь, есть два типа тюрьмы. Yra 2 kalėjimų tipai. Одна тюрьма, Vienas kalėjimas это физическая. tai fizinis kalėjimas. Это такая тюрьма у Литвы есть. Ir tokį kalėjimą Lietuvoje rasim. Ты что-то неправильно Tu делал, kažką neteisingai они забрали padarei, тебя и pasielgei. послали туда. Jie suėmė tave ir ten nusinčia. Это физическая тюрьма. Tai fizinis Но kalėjimas. есть другая тюрьма, Bet yra kitas и kalėjimas. которая Бог поможет вывести каждого из нас оттуда. Ir Dievas padės kiekvieną iš mūsų išvesti iš tokio Это kalėjimo. тюрьма твоего воображения. Tai tavo vaizduotės kalėjimas. Ты будешь всегда рабом Tu твоего būsi воображения. visada savo vaizduotės vergu. Наверное, это такой термин Turbūt toks terminas. слишком непонятный. Per наверное. daug nesuprantamas turbūt. Ты будешь всегда рабом Tu visada būsi vergas, твоего мышления. savo mąstymo vergas. Ты там будешь сидеть сам. Tu ten pats sėdėsi tam А я не kalėjime. могу. O aš negaliu. А там это комары там O ten летают. uodai А skraido. это не могу. Negaliu. Я не могу. O aš negaliu. И ты будешь сидеть в этой тюрьме. Ir tu sėdėsi tame kalėjime. Недавно я сказал Neseniai церкви, pasakiau bažnyčiai. Мариамполе, некоторые Мариамполе. сестры не согласились, Kai kurios sesės nesutiko, но я все равно знаю, что это правда. bet aš žinau, vis vien žinau, kad tai tiesa. Их пастор потом меня Ir поддержал. pastorė taip pat po to palaikė mane. Но это после собрания, когда все ушли домой, она сказала, что я правду сказал. Po to, tik tai kai visi išėjo namo, jie pasakė, kad Пока aš все tiesą там были, она pasakiau. не сказала ничего. Kai visi ten sėdėjo, jinai nieko nepasakė. Знаешь, Знаю. есть две типа женщин. Yra 2 tipų moteris. Есть такие женщины, которые замужем. Tokios moteris, kurios ištekėjusios. Ладно, я это не буду Gerai, говорить. to nesakysiu. Да, не буду это говорить. Nesakysiu to. Чтобы не стало откровение. Kad nebūčiau Да, atviras кто-то labai. получит откровение. Kažkas gaus apreiškimą И все. ir viskas. Так, Taigi, если ты имеешь талант, jeigu tu turi talentą, тебе надо меньше смотреть на отрицательные вещи. tau reikia mažiau žiūrėti į neigiamus dalykus. Тебе надо меньше смотреть на, как это, на испытания. Tau reikia mažiau žiūrėti į išbandymus. Обязательно. Būtinai. Иначе ты ничего не сделаешь. Kitaip tu nieko netliksi. Окей.
Иоанна 21 глава, Jono 21 skyrius. 15 стих. 15 eilutė. Jono Божье Evangelija. призвание Dievo pašaukimas. – это божественное поручение или задача Tai твоей жизни. dieviška užduotis tavo gyvenimui. Иоанна Jono 21 глава, 21, 15 стих. 15. Читай, пожалуйста, сестра наша. Когда же они обедали, Иисус говорил Симону Петру: Симон, Ионин, любишь ли ты меня больше неужели? Петр говорит: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: спаси Агнца. Это Бог дает ему поручение. Dievas davė jam pavedimą. Видишь, он Вот ты- просит Петра Jis paklausė Petro, пастить paprašė Petro ganyti его народ. jo tautą. Божественное поручение Tai dieviškas pavedimas в твоей жизни. tavo gyvenime. Божественное поручение. Dievo pavedimas. Что мы говорили? Ką mes kalbėjome? Я хочу делать такое обобщение. Aš Повторить. tiesiog noriu pakartoti ir apibendrinti. Ключевой вопрос Esminis klausimas. должен был в тебе. Tu turi iškelti И į это savo. вопрос, Tas klausimas. что Бог призывает меня делать Ką Dievas šaukia mane daryti в моей семье. mano šeimoje? Если ты ничего не будешь делать в твоей семье, Jeigu tu nieko nedarysi savo šeimoje, я только одно тебе прошу. aš tik tavęs vieno dalyko prašau. От имени Господа Иисуса. Viešpaties Jėzaus vardu. Только одно. Если ты ничего Tik там не vieno. будешь Jeigu tu делать, ten nieko nedarysi, только не будь носителем раздора. tik nebūk ginčių priežastimi. Раз у Так, тебя ничего пикчу. полезного делать, Argi jeigu nėra ką tau naudinga ten nuveikti, тогда этого тоже не делай. tada ir neveik nieko. И также в церкви. Ir taip pat bažnyčioje. Но хорошо было бы, Bet gerai būtų, если ты можешь быть полезным. jeigu tu būtum naudingas. Давайте будем стараться быть полезными. Stenkimės būti naudingi. Да. Значит, ключевой вопрос. Tai reiškia esminis klausimas. Что Бог призывает меня делать? Ką Dievas šaukia mane daryti? В моей семье, Mano šeimoje, церкви, bažnyčioje, городе, mieste, стране šalyje и мире. ir pasaulyje. Значит, следующее, Kitas призвание dalykas. Божье Dievo pašaukimas. – это вопрос силы. Tai jėgos arba galimybių Это вопрос klausimas. способности. Sugebėjimų, Это вопрос цели. tikslo Это klausimas. вопрос Божьего доверия. Tai Dievo pasitikėjimo tavimi И это klausimas. вопрос божественного поручения. Ir taip pat Dievo pavedimo У кого есть klausimas. вопрос? Kas turit klausimų dabar? Я очень вас люблю. Я Aš labai смотрю на вас jūs и myliu, žiūriu į я jūs. так люблю. Ir aš Мне taip так- myliu jūs. Вот. Спасибо, Иисус. Ačiū Jėzui. Да. Я не знал, как-нибудь Aš nežinau, надо доказать эту любовь. kad kaip nors reikia įrodyti šitą meilę. Да, надо, я найду, как это Aš rasiu, kaip tai padaryti. любить. У кого есть вопрос? Kas turit klausimų? Нету вопроса. Neturit. И слава Богу. Ir ačiū Dievui. Значит, Reiškia, окей. Сколько у нас времени сейчас? kiek mes Пол turim? девятого. Pusė 9. Ну что, можно до 9 или закончить сейчас? Как вы скажете, так и сделаем. Завтра у нас и это второй урок. Rytoj mes tarysim antrą pamoką. Да, если у вас вопроса нету, Jeigu neturit klausimų, нету вопроса. Хорошо, давай так сделаем. tai padarykim. Если у вас вопроса нету, давайте закончим здесь. Baigim čia tada. Завтра мы оттуда продолжим. Rytoj nuo tos vietos И я вам pradėsim дам toliau. задание, которое... У Хорошо. меня тут 3 задания есть. Duosiu užduotį jums. Вот. Завтра вы придете, вы послушаете до конца, Ateisite, pabaigsim iki galo tą temą и ir задание вам. bus užduotis. И потом второй урок будет в другой раз, когда я приеду. Ir antra pamoka bus dar И kitą на kartą. втором уроке мы будем говорить, как я могу знать Божье призвание в моей жизни. Ir antroji pamokoje mes kalbėsim tokią temą, kaip man sužinoti Dievo pašaukimą savo gyvenimą. Как я могу это знать? Kaip aš galiu sužinoti tai. Это будет второй урок. Tai bus antroji pamoka. Если завтра нам
получится закончить все Jeigu это m- первое, мы jeigu можем mes- сразу перейти на это Jeigu второе. mums pasiseks rytoj pirmą pamoką pabaigti, tai pereisim prie antros rytoj. И третий уже урок. Ir trečia pamoka. Мы будем говорить о божественных качествах или духовных качествах, Kalbėsime apie dvasinės savybės, которые мы должны стремиться иметь. kurių mes turime stengtis siekti. Это уже говорит, речь уже идет о твоем духовном состоянии или Tai jau характере. kalbama apie tavo dvasinį stovį arba charakterį. Потому что мы сказали, Nes mes pasakėme, что через талант ты можешь подниматься в любой уровень, kad per savo talentus tu gali pakilti į bet kurį lygį, но только характер тебе будет держать. bet tik charakteris tave išlaikys. Значит, второй урок, Reiškia antra pamoka, как я могу знать Божье призвание в моей kaip жизни. aš galiu sužinoti Dievo pašaukimą savo gyvenimui. Вот. Хорошо. Если нет вопросов, Jeigu neturite klausimų, давайте за это время, которое оставшееся время, по чуть-чуть споем Господу и помолимся. И sugėdosim viešpačiui, pasimelsim ir eisim namo. Но мы очень хотим, чтобы каждый Bet мог mes себе labai norim, найти. kad kiekvienas galėtų save И когда ты surasti. найдешь себе, Ir kai tu save surasi, тебе не надо, да, ты можешь хлопать за taip tu Бенихина, ten хлопать за gali ploti Бонки, už хлопать, Benichiną, už Bonkę ir taip toliau. но не забудь, что Bet ты тоже neužmiršk, что-то делаешь, kad tu taip pat kažką darai, что ты тоже полезный. kad tu taip pat naudingas. Хорошо. Давайте станем. Atsistokim.